Добрый день, очень приятно присутствовать на таком собрании. Я прошу прощения, я, к сожалению, не могу говорить на родном языке, поэтому говорю по-русски. Но по-русски говорю достаточно хорошо. То дело, которое вы задумали, которое мы задумали, дело на самом деле очень серьезное. Бизнес, телекоммуникация – это бизнес, и государство относится к этому серьезно. Государство через своего регулятора управления Роскомнадзора, Федеральную конкурсную комиссию, частоты как стратегический ресурс, и эти частоты стоят денег. В прошлом году конкурсная комиссия, которая разыграла частоту, выдвинула на конкурс эту частоту за 5 миллионов 600 тысяч рублей. Государство рассматривает частотный ресурс как некий ресурс, который она, соответственно, продает. Поэтому для принятия решений, для того, чтобы начать строить и развивать эфирные вещания, мы, конечно, сначала должны понимать, сколько это стоит. Цена вопроса я вам озвучил. Кроме того, что есть разовые платежи, есть, конечно же, это ежемесячное обслуживание, эксплуатация оборудования, то, что связано с поддержанием работы станции. Многие из вас бизнесмены, никого не буду учить, но хотел бы озвучить просто несколько цифр. Затраты на организацию вещания, на приобретение частоты составляют порядка 6-7 миллионов рублей. Это разовый платеж. И поддержание, эксплуатация оборудования, обслуживание в соответствии с заключенными договорами составляет еще порядка 1 миллиона рублей в год. Вот, поэтому бюджет станции вы можете, точку окупаемости, затраты можете ориентировочно посчитать, прикинуть. Вот. Еще раз повторюсь, мероприятие это в принципе для коммерческой радиостанции это бизнес, прежде всего бизнес, поэтому при открытии радиостанции, конечно, рассматривается вопрос, на чем зарабатывать деньги. Поэтому при планировании бюджета, при планировании затрат необходимо понимать вот ту составляющую, которую я вам озвучил. Вместе с тем хотелось бы, чтобы мы, планируя открытие радиостанции, говорили не только о его финансовой стороне и о том, что это привнесет, что это даст всем нам. Такая радиостанция, как в Самаре, позволит обеспечить охват вещания территорию города Самары и ближайшие окрестности. Ориентировочный охват населения 1 миллион 340 тысяч человек. Вот такая критическая зона охвата. По факту она немножко бывает больше, она захватывает, наверное, около половины территории вблизи Самары, поэтому это территория Самары и ближайшие окрестности. Затраты понятные, организационная структура, она сложная, но она понятная, она решаемая. Все вместе, объединившись, мы решим и при желании построим. В течение организационной составляющей составляет около года, за год можно радиостанцию построить и открыть. Дальше возникает вопрос, что вещать? Да, мы построили радиостанцию. В лицензии, в лицензионных условиях указано, что формат вещания должен составлять 19-24 часа в сутки. Поэтому, прежде чем начинать вещание, нужно подумать о наполнении этой радиостанции, о контенте. Такое есть модное слово английское. Поэтому еще раз призываю взвесить, подумать о том, какой контент, какое наполнение мы будем заполнять в эфире. Я предлагаю уже сегодня, еще раз повторюсь, уже сегодня делать первые шаги. Собственно говоря, огромные шаги были сделаны, и сегодня уже радио есть, его можно послушать, оно есть в интернете, оно транслируется, зайдя на страничку сайта, нажав на кнопку
мы все можем в онлайн-режиме слушать эту радиостанцию. Поэтому хотел еще отворить или остановиться на одном таком моменте. Губернатор Самарской области поставил задачу в 2014 году запустить и начать вещание радиостанции губернии. Это новый губернский контент или новая губернская станция, которая активно строится, и в мае уже будет запущено 7 объектов вещания, а к концу года, я надеюсь, что, может быть, 2015 года охват этих станций составит большую часть Самарской области. Это 10 радиостанций в Самаре, в Тольятти, в Сызрани, Камышла, Нефтегорск, Кинев-Черкассы, много населенных пунктов, которые до конца года должны будут вещать. Поэтому я призываю вас сейчас не зацикливаться только лишь на этой новой программе, а совместно с телекомпанией губернии начинать организовывать контакты, организовывать совместные телепередачи для того, чтобы татарский язык, чтобы татарское слово уже в ближайшем будущем появилось в эфире на каналах на радиоволне губернии. Вопросы? Пожалуйста. Сейчас сөйлеймін. Вот прозвучала цифра около 5 миллионов примерно открытия новой радиостанции. 5 миллионов 600 тысяч, извините, я вас перебил. Это взнос, который... Вопрос: сколько стоит ретрансляция на данный момент ведущих казанских станций на территории Самарской области? Просто ретрансляция того, что уже есть. Спасибо. 5 миллионов 600 это взнос, который государство собирает за использование частоты для ретрансляции любой радиостанции или будь то вещание собственного контента, нужна эфирная частота. Поэтому наполнение или программное содержание не определяет стоимость. Стоимость определяет, собственно говоря, зона охвата. Как только мы говорим о вещании на населенный пункт свыше 100 тысяч человек, будь то Самара, Тольятти, Сызрань, мы сразу выходим на федеральную конкурсную комиссию. Федеральная конкурсная комиссия, это некий рынок, у которого есть свои ценники, как бы это не цинично звучало. Частота подается, как любой товар, как любая услуга. Добавление небольшое. Значит, во-первых, действительно, вот этот на радио, я думаю, май месяц насчет работы нужно начинать готовиться к этому. Для этого нужны кадры, которые делают передачи на татарском языке. Татар тілінде передачаны ясаучылар керек. Значит, біздің сайттарымызда эшләргә дә, газеттарымызда эшләргә дә кадрлар юк. Мына бүгенге совещаниедә булачак съездда теләсә, алышу проблемалар турында сөйләшергә кирәк.